Есть такое понимание, что государство плохой управленец. То есть мы должны это учитывать, вот зависть, интриги, да, вот это все. Сосрову кто погубил? Враги? Нет, не враги. Свои Легунду кто погубил? Тоже не враги. Да, какие объекты мы по политическим мотивам обсуждаем? Курорт Пицунда, Рица, Афон, Самшитка. Мы делали инвентаризацию. А вы знаете, сколько у нас объектов, которые взяты в аренду, они либо проданы, либо они, в пыль превратились. Да, и эти некоторые объекты становятся предметом спекулятивных сделок. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы давно собирались поговорить о государственной собственности, о приватизации, о многих экономических процессах, которые связаны с собственностью. Но так или иначе, эта тема у нас все время откладывалась, но вот сейчас созрел информационный повод, там ситуация вокруг крупнейшего пансионата Абхазии Самшитовая роща, также вокруг 3 перепадных ГЭС, которые собираются передавать вроде бы в аренду. И, в общем-то, мы созрели, в общем-то, поговорить на эту тему. И сегодня у нас в гостях экономист Ахра Аристава. Ахра, добрый день. Начну, наверное, все-таки с такой общей темы. У нас государственная собственность, она вот, хотя были там изначально объявлены там первый этап приватизации еще при Владиславе Ардзенба, потом намечался второй этап приватизации, но он как-то скомканно тоже прошел. Но тем не менее, вот такого системного у нас подхода в этом не было. И не получилось. С другой стороны, есть такое понимание, что государство плохой управленец. Хотя, в общем-то, как это парадоксально не звучит, но вот эти все объекты, которые так или иначе приватизируются, они переходят в собственность тех управленцев, которые там от имени государства управляли этими объектами и так далее. То есть вот создали имидж плохих с точки зрения там хозяйствования структур, да, и потом уже уже поменяв собственника, уже они, те же лица, уже извлекали оттуда прибыль, хотя я не исключаю, что я даже уверен, что, будучи государственным объектом, эта прибыль так или иначе извлекалась. Другой вопрос, как она и шла. Почему так сложилось, что у нас вот государство вот так оказалось, в общем-то, с одной стороны, неэффективным менеджером, с другой стороны, вот государство на себя не взяло четкие функции регулирования вот этого процесса, с одной стороны, эффективного, более эффективного менеджмента, с другой стороны, вот эта приватизация, она тоже пошла так, как все понимают, что это очень плохо она пошла. То есть, по большому счету, особой выгоды мы от этого не получили. Причина тому объективные причины есть этому процессу. Дело в том, что когда распадалось коммунистическое советское государство, советская система, плановая экономика, как дальше быть, не было никакой литературы, ни научной, ни практической, никаких примеров. То есть в истории мировой цивилизации это был первый случай, когда общенародная или общественная собственность на 100% в государстве, при этом отсутствует практически частный капитал, и как обеспечить вот этот переход к справедливой системе не изучался, так как такого опыта не было. И те ошибки, которые были допущены, они были допущены именно потому, что не было примеров. Я, кстати, часто говорю, что вот то, что мы были в блокаде, то, что
значит, отбросила, да, нас назад, не давала как-то развиваться, мы этот минус можем превратить в плюс. Потому что пока мы были в экономической блокаде, кроме малых объектов, ну, парикмахерские, там, рестораны, кафе, остальные объекты крупные почти не были приватизированы. И у нас была возможность оглянуться назад и посмотреть на те страны, которые применили разную методику. Мы можем посмотреть и на большие страны, на малые, как вели себя власти России, как вели себя власти Чехии, как вели себя власти Словакии, Белоруссии, Черногории. То есть уже накопился большой опыт, и есть и научный материал, есть и много трудов. Поэтому вопрос приватизации, он и вообще переход от плановой экономики к рыночной экономике до сих пор он у нас висит в воздухе. Мы до сих пор не перешли к рыночной экономике. У нас более 100 законов и законодательных актов вообще отсутствуют. Ну вот вы в связи, да, с той же приватизацией, у нас нет закона о добросовестной конкуренции, у нас не решен вопрос оборотного капитала, или как гражданину участвовать в приватизации, если у него нет денег, и у банков нет денег, у государства нет денег. Естественно, при любом сценарии, при любом развитии событий мы сталкиваемся с несправедливостью. Но у нас понятно, что нет программы приватизации. Вот когда каждый, вот, ну, там в России-то она своеобразно прошла, но тем не менее вот некая имитация этого процесса происходила там через ваучеры и так далее. Там другой вопрос, как эти люди, владельцы этих ваучеров, как использовали эту ситуацию. Но у нас вообще даже попытки не было. Вот, ну, население небольшое, тем не менее сделать его собственником какую-то часть, вот, иметь своей собственности не получилось. Магазины, там, кафе и так далее, это вот как-то мы уже эту ситуацию переварили. Крупные объекты у нас через аренду оформлялись, но в итоге часть из них впоследствии была приватизирована, и приватизирована в основном, в общем-то, не местным бизнесом. Или приватизировано местным и продано. И продано. Ну, то есть, нет, я говорю я не говорю сейчас о документах, я говорю не о формальной стороне, а о фактической стороне. О фактической стороне, то есть, в реальности у нас вот этого нет. Я даже не вижу каких-то попыток, чтобы создать какой-то механизм в этом плане, да. То есть, с другой стороны, понятно, что какое бы арендное предприятие не было бы, да, аренда в России и аренда в Абхазии по своей ментальности имеют различия, да. То есть у нас, в общем-то, ситуации такие, когда люди просто приходят и предъявляют свои права на какое-то участие, не имея никакой-то, даже какой-то формальной бумажки на это участие не имеет. Вот здесь мой дед когда-то что-то там, или там мой отец там имел отношение и так далее. То есть и государство так или иначе там считается. Но с этим. Но, допустим, арендатор, он, взяв в аренду там, на 15, 20, 25 лет в аренду, да, он уже себя считает фактически владельцем. Да, но и государство в реальности тоже не может отнять. Тогда надо у всех отнять. Да, вот как вот, допустим, сейчас Самшитовая роща тоже в аренде находится. Да, но если ты отнимаешь самшитовую рощу у кого-то, хотя я не знаю, почему отнимать, если объект действительно реально функционирует. Я посмотрел по справке, там он входит там 6-е место по налогам среди всех юрлиц занимает. То есть это впереди у нас там 2 сотовых оператора, Мобайл, Аквафон, винзавод, Пещера Ирица. То есть и дальше вот идет Самшитовая роща. То есть это вот с точки зрения экономической
как бы, ну, глупо отнимать действующий объект, который там заполняемость его годовая 75%. 75, да, или 85%, 75%, да, ну вот на год, то есть у нас привыкли, что летом обычно, да, то есть это практически круглогодично функционирует. Но вот государство, оно как-то не может выстроить отношения. И понятно, что есть там, как всегда, какие-то политические, личные моменты, но тем не менее отнять объект у арендатора сегодня практически невозможно. С другой стороны, как сделать так, чтобы этот арендатор тоже так бы не оказывался в подвешенном состоянии и стал бы каким-то владельцем? Государство как-нибудь продумывало? Вот ты работал при прошлой власти, там, в администрации президента и так далее. И вот как-то этот вопрос обсуждался у вас? Естественно, обсуждался, были разные предложения, но опять же мы должны вернуться к истокам. Какое государство мы строим? Естественно, мы все озвучиваем, и интеллигенция, и политическая среда, и значит, ну, все граждане. Мы же все хотим, все говорим о справедливом государстве. Это вытекает из нашей культуры, из наших традиций. И когда возникают такие вопросы, надо туда просто обращаться. И, слава Богу, еще живы люди, как их называют, вот мне нравится новое поколение, молодое, их называют отцы-основатели. Это и Алексей Гогуа, слава Богу, значит, Станислав Засимович Лакоба. Ну, кто участвовал? Да, Владимир Константинович Зонтаря. Да, и, естественно, речь шла о том, что было у нас справедливое государство, потому что мы так жили веками. У нас богатейшая культура, богатейший фольклор, богатейшие традиции. И поэтому всегда надо за основу брать эти вопросы. И когда в администрации президента у нас были такие вот предложения, там, условно провести, вот, избавиться, говорили некоторые, от госсобственности, она типа обременительна для государства. Но есть, когда пишешь сценарий, ну вот сейчас вы представьте, мы все выставим на торги. Вот что идет сейчас попытка, там частями, правда, то у нашего народа денег нет, у нашей банковской системы денег нет. И получается, если у твоего народа нет денег в этом участвовать, твой народ ни при каком развитии событий не будет хотя бы частично хозяином всех этих крупных объектов, то вопрос снимается. Значит, надо над чем работать? Надо работать над законодательством, раз. Надо искать источники финансирования, два. То, что мы на прошлой встрече с тобой говорили, надо решать вопрос. Либо, раз мы в рублевой зоне, в соответствии с нашей экономикой, сюда должны поступать рубли, значит, которые там уже сейчас, вот на прошлой неделе, Кабмин озвучил, там 57 миллиардов ВВП. Ну, значит, это 22-24 миллиарда у нас должен быть банковский инвестиционный капитал. А у нас всего 6 там с хвостом. Или переходить на национальную валюту. И тогда у твоих граждан появляется шанс. Значит, потом нет планирования долгосрочного по отраслевой экономике. Есть лозунги. От выборов к выбору, да, там, значит, поднимем туризм, поднимем, значит, сельское хозяйство, там, но планирования нет. Что такое планирование? Например, у тебя должно быть там 50 предприятий, в таких, 5 в таких районах, там 10 в таких. И эти предприятия будут заниматься этой, например, консервированием фасоли, кукурузы,
Значит, другие предприятия будут заниматься джемами, вареньями, третьи предприятия. Ну, и вот это долгосрочного планирования нет, опять же, потому что нет источника финансирования. И оно вот одно накладывается на другое. А просто так, ну, смысл проводить эту приватизацию. Потом касаемо самшитовой рощи. Самшитовая роща – это работающий объект. А когда у нас как? У нас по нардскому эпосу, опять же, это наша культура. То есть и мы должны это учитывать. Вот зависть, интриги, да, вот это все. Сосровых кто погубил? Враги? Нет, не враги. Свои Легунду кто погубил? Тоже не враги. Поэтому мы смотрим на, вот работает объект. Ну давайте мы посмотрим на другие объекты, которые тоже взяли в аренду, и там уже разруха. То есть, значит, надо по-другому к этому подходить. И, значит, вот там работающий объект, вот какие объекты мы по политическим мотивам обсуждаем? Курорт Пицунда, Рица, Афон, Самшитка в основном. Как будто у нас... Да. Мы делали инвентаризацию. А вы знаете, сколько у нас объектов, которые взяты в аренду, они либо проданы, либо они, ну, в пыль превратились. Да, и эти некоторые объекты становятся предметом спекулятивных сделок. И я некоторых граждан не обвиняю, потому что у них нет возможности взять кредит и как-то, значит, создать работающий объект. Но просто тоже перепродавать, ну, я не вижу в этом смысла никакого. И, конечно, да, вот сегодня, вот за 4 года, да, ныне действующая власть, у них тоже нет никаких программ. У них один лозунг, значит, инвесторы иностранные лучше, чем наши люди, вот надо им все отдать. Ну, это же абсолютно не соответствует тому, за что боролись наши граждане, и не соответствует тому, что декларировали, как называют их, отцы-основатели нашего государства, не Владислав Григорьевич Ардзенба, не Алексей Гогуа, не другие наши замечательные государственные деятели. И я вот недавно по телеканалу Абаза было показано короткое выступление Владислава Григорьевича Ардзенба после войны. И он как раз говорил о том, что об вот этих объектах, на которые, говорит, абхазы не могли попасть. А сегодня мы туда можем попасть, и надо создать все условия, чтобы граждане Абхазии, и он, кстати, говорил о приватизации, чтобы владельцами объектов были наши граждане. Это вот, ну, не знаю, недели 3 назад в какой-то передаче был этот отрывок показан. Если говорить серьезно, то есть, например, у нас, чтобы оценивать активы, у нас надо новый закон об бухучете. Ну, вроде он готов, там в Минфине лежит, нам нужно вводить аудит, нам надо менять стандарты оценочные. Потому что прежде чем продавать, выставить, да, государство хочет избавиться, например, по каким-то причинам. Третье, обеспечить доступ к деньгам нашим гражданам, чтобы наши граждане были конкурентоспособны иностранным инвесторам. На сегодняшний день, ну вот я вам пример один приведу, я его часто привожу пример, потому что господин Ткачев это публично озвучил на презентации своего курортного объекта. Он сказал, мне одобрен кредит 20 миллиардов рублей. Вот одному иностранному инвестору 20 миллиардов рублей дали. А может ли гражданин Абхазии такой же получить кредит и поучаствовать вот в таких проектах? Нет. Вот это и есть несправедливость. И пока мы эти вопросы... 3. Поэтому иногда, вот некоторые, я с ними вот соглашаюсь, что для того, чтобы наши дети, наши внуки не пострадали, иногда не надо спешить.
Иногда не надо спешить. И плюс, для чего это все делается? Если вы ознакомитесь, ну я это обращаюсь к телезрителям, не знающим абхазскую культуру, в нашей культуре вы нигде не найдете ни в песнях, ни в сказках, ни в былинах, ни в эпосе воспевание коммерческой деятельности. Но этого просто нет. И этого быть не может. Наша культура воспевала именно поведение абхазов в той или иной ситуации, воспевалось хацара, форхацара. То есть и получается идти вот в-разрез с этим. И, кстати, почему мы от этого отошли, от нашей культуры, тоже есть причины. И вполне объяснимые. Это все-таки такая философско-нравственная составляющая этого взгляда на данный процесс экономический. Тем не менее, у нас сейчас явно наметилась такая тенденция, да, и что местный бизнес, он поскольку сам, без помощи государства. То есть он живет в обычном режиме, то есть у него, ну, банковскому сектору, в отличие от кредитным деньгам, в отличие от Ткачева, который там эту кредитную линию где-то в российских банках получает, у нас просто неоткуда брать, да? То есть сам из каких-то своих оборотных, там, заемных, каких-то на непонятных условиях денег люди там развивают свой бизнес. С другой стороны, у нас сейчас власть привлекает крупных инвесторов, того же Ткачева, разных олигархов, которым создают льготные условия, там, налоговые, да, там есть там, кучу налогов освободить, там на 20, на сколько-то лет, там, и вот этот... Предложение 25. Предложение 25 лет, да, то есть, и при этом ты понимаешь, что, в общем-то, возможности этого бизнеса, который придет со своими финансами и с такими льготами, они несопоставимы с тем же абхазским бизнесом, да, то есть та же, ну, условно говоря, там, ну, вот, Самшитовая роща, да, она сейчас у нас в таком информационном тренде. Объект действительно хороший, он и тогда как бы был перед войной выстроен, но тем не менее и сохранить его, и с другой стороны 30 лет прошло, ты должен постоянно как бы обновлять, да, то есть это курортный объект, люди приезжают и поддерживать как бы состояние, в хорошее состояние, там ремонты и так далее. Но это опять же проводится там из собственных там средств, которые ты заработал и так далее, но дальше вот развивать, там, допустим, строить там второй объект, да, там такой выгоды, такой прибыли нет, чтобы ты там такую же рядом самшитку построил. Или даже нет возможности, в общем-то, приватизировать по реальной стоимости этот объект, да, у хозяевов не выходит. И как-то может государство сделать так, чтобы вот эту тенденцию изменить. И я понимаю, сейчас ты там не госслужащий, но тем не менее вот какие-то мысли по этому поводу, наверное, там, среди экономистов и так далее, людей, которые там думают об этих процессах, наверное, какая-то мысль есть. Ибо тенденция, она понятна сейчас. Государство в реальности там сейчас не беспокоится. Я там понимаю, сейчас есть одни вещи, которые там нам говорят, там типа вот арендная плата слишком маленькая и так далее, там надо больше платить, но в реальности мы понимаем, что за этими процессами стоят другие вещи, да, там попытка в реальности отжать этот объект и перепродать, и покупателям будет явно не абхазец, потому что, опять же, исходя из этих ментальных и таких всяких подходов, ну, невозможно у абхазца отнять, чтобы абхазец купил.
То есть это будет долгоиграющая история, да, там легче отнять условно у абхазца и продать какому-то крупному бизнесмену-иностранцу, и там, да, это будет его головной болью, да, то есть этого иностранца, он просто не понимает, он думает, там, я имею дело с властями абхазскими, в общем-то, на земле вот ходят обычные абхазцы, которые имеют свои какие-то претензии. Я к тому, что как можно переломить вот эту тенденцию? Потому что у нас, я думаю, я даже думаю, почему именно в самшитовой роще. Мне кажется, здесь происходит некая такая попытка, ну, сейчас я громко, может, это громкое слово, но революция. Но революция – это вот как бы по отношению ко всего рода этой собственности, потому что берутся за с одной стороны самый крупный объект, с другой стороны его арендаторами являются довольно влиятельные, известные люди. И если это получится, этот фокус получится, то может как бы этот фокус распространить и на всех остальных. То есть и можно вот эти вот такого рода объекты, их очень много у нас в прибрежной зоне осталось, да, распространить там по такой же схеме, да, то есть неэффективный менеджмент и так далее, отнять, забрать и потом где-то опять у кого куда-то это приватизировать. Вот как ты думаешь, это вот мой такой фантастический прогноз или это вот какая-то тенденция идет? Это не фантастический прогноз, это обычный анализ, исходящий из поведения власти за почти 4 года. Но если власть 4 года как мантру иностранные инвесторы, естественно, у тебя будут такие выводы. Но зачем власти, тем более подключая спецслужбу, то есть они же спецслужбу сначала подключили, которая заниматься, мы привыкли, они занимаются нашими врагами, то есть те, кто угрожает безопасности нашего государства. И я вам скажу, что речь идет не только об этом объекте. То есть просто многие молчат. А какие еще? Публично озвучил, что есть претензии, было письмо. Он дал так интервью Миквабия, директор НИИПИД, по Тамышскому участку. И, то есть это вот обезьяне... Озвучен, он дал, у него взяли интервью, да, что от администрации президента пришло письмо у научного учреждения, хотя в законе о науке написано, отчуждению ничего не подлежит. Поэтому я думаю, что таких объектов немало. Просто, как правильно было замечено, кто сегодня руководят объектом, Геннадий Айба, Дмитрий Ардзенба, да, это люди, которые имеют заслуги и в период национально-освободительного движения, в период Отечественной войны, и они это озвучили. Но есть люди, тот же Миквабия, он и орден Леона имеет, ветеран Отечественной войны, тоже озвучил. Но, например, та же тяжба идет за парк, да, который не СФТИ. Да, там тоже, поэтому, я думаю, их много, и, скорее всего, люди просто молчат. А может, некоторые просто за какую-то небольшую или большую сумму отходят, как ты сказал, в сторону. Как от этого отойти? Это вопрос в нашей стране носит уже, я бы сказал, такой глобальный характер. И, кстати, простые люди это уже понимают, и многие в социальных сетях пишут, что нужно менять систему. Потому что когда власть ведет себя, да, они же как будто как сказать, как будто они на 100 лет, что ли, я не знаю, как это объяснить. Они не понимают, что их избрали на короткий срок. А когда тебя избирают на короткий срок, ты должен служить своему народу, а не быть над народом. И вот эти вопросы, связанные с собственностью, вопросы, они же на все влияют.
И нету глубокого подхода. Единственное, первый год, вы помните, глава государства создал комиссию по экономическим реформам, что ему, наверное, не нравилось, что там Александр Викторович Страничкин, кандидат экономических наук, Заур Иванович Шалашава, доктор экономических наук, академик. Наверное, не нравилось, что они говорили, комиссию распустили. И глубина проблем заключается в том, что надо, скорее всего, менять, вносить, так скажем, поправки в Конституцию. Должен быть баланс власти. Часть полномочий все-таки надо передавать парламенту. Иначе вот это вот... Я называю это вот стояние на месте. Знаете, вот как мы вперед никак не пойдем. А движение вперед, оно требует больших усилий и больших интеллектуальных усилий. А для того, чтобы собрать интеллектуальный потенциал, у тебя должны быть цели, которые соответствуют духу и культуре твоего народа. Я не помню, там в конце 80-х годах я много где участвовал, или во время войны, или после войны, чтобы у народа была цель, значит, отдать все инвестору. С такими лозунгами, по-моему, никто не ходил. Во-вторых, у нас есть, вот благодаря чему, да, мы смогли победить и в национально-освободительном движении, и в Великой Отечественной войне, и в блокаде. У нас была элита. Элита культурная, элита научная. И эти люди, которые представляли и шли впереди всех, они вышли все с деревень. То есть они выросли в абхазской среде. Ну, в городе все-таки много национальностей. Но когда ты смотришь биографию, Нестор Лакоба Лыхны, Владислав Григорьевич Ардзенба, село Эшера, Баграт Щинкуба Челоу, там, ну, любого, Ефрем Эшба, значит, Алексей Гогуа. Я уверен, твой отец где родился? В Хуапе, понимаешь? Мой отец в Адхаре. И эти люди боролись, опираясь на свой народ, на свою культуру, потому что они выросли в этой среде этикета, правил, абхазских песен, абхазских сказок, абхазского быта. И они боролись не за благо, а они боролись за справедливость для своего народа. И мы от этого отошли. Отошли тоже по, скажем так, по объективным причинам. Потому что, вы обратите внимание, когда город и село были едины, у нас все получалось. Но после признания мы не поменяли законодательство, торговля, значит, приняла законный характер с Российской Федерацией, хлынули дешевые продукты питания. И до сих пор, вот в 2015-2016 году мы пытались защитить наших крестьян. То есть государство – это регулятор. Оно регулирует не только вопросы, касаемые собственности, оно регулирует, должно и обязано регулировать вопросы денежного движения. И мы дошли до того, что город, ну да, вместе с туристами более 10 миллиардов рублей тратим, эти деньги уходят на иностранные продукты питания, в то время как наши крестьяне оказались без денег, они оказались за порогом бедности, и они оказались оторванными от общего экономического пространства. И это исправить надо очень быстро. Тот же НДС, те же реформы налоговые, это все, вот что мы успели защитить те, кто занимаются производством вина, водки, пива, у них результаты в 4-5 раз больше выросло производство. А кого не дали митингами всевозможными, вы же помните 15-16 год. Я не знаю, у меня было такое впечатление, что Абхазия участвует в чемпионате мира по митингам. И сегодня то есть эти люди, которые тогда митинговали против этой политики, сегодня они ни НДС не отменяют, ничего. А потому что они тогда знали, что мы действуем правильно. Понимаете? И получается, сегодня мы кукурузу
завозим кукурузную муку, фасоль, помидоры, огурцы, мед завозим туристам, продаем мед, не наш. Когда наши крестьяне не могут продать. Вот это все. И получилось, мы отошли не только экономически. Благодаря тем, кто и в войне мы выстояли, и в блокаде выстояли, потому что едины были. А сейчас, значит, потом отошли. И отошли мы от культуры. Мы же, когда приезжаем, каждый из нас в село к нашим крестьянам, мы же ведем себя по-другому, разговариваем по-другому, мы даже стоим и смотрим по-другому, потому что мы понимаем, где мы находимся. И когда мы в городе, многие наши политические деятели говорят, село – это очаг нашей культуры, это хранители нашего языка. Ну, получается, это формально говорится. Как это наш крестьянин, значит, не может продать кукурузную муку по хорошей цене? И ты, власть, не можешь ему это обеспечить. Пример простой. Кто самый близкий друг там в Украине сейчас, последняя? Польша. Больше всех, да, там мы, как коснулось вопрос крестьян, запретили завоз украинского зерна в Польшу. Сходу, раз, не налоги подняли, вообще запретили. Венгрии запретили, словаки запретили. Почему? Потому что они понимают, что это ударит по крестьянству. И то, что крестьяне, хранители традиций, культуры и языка говорят не только в Абхазии. Это говорят и в России, и в Польше, и в Венгрии, и все это понимают. Но они делают практические шаги. Я не сторонник того, чтобы запрещать что-то там с Россией завозить. Я сторонник добросовестной конкуренции. И надо создавать условия, раз ты уже взялся, а просто раздавать собственность иностранцам. И к чему это приведет? Вот эта милая девушка рассказывала, да, там, когда Решетникову, который сам пришел в ужас от ее рассказа, что у нас тут, да, экономического развития. Сам министр экономического развития сказал, да вы что, вы не можете одними инвесторами страну поднимать. У вас должен быть национальный бизнес, и он сказал к тому, к чему он сказал, что у нас должен быть социально ответственный менеджмент, и он у нас есть, он просто в малом количестве. А то, что он социально ответственный, это показала ситуация с коронавирусом, это показала ситуация, вот, когда была угроза открытия второго фронта. А что говорит власть высшая? Она говорит, они такие, потому что там инвесторы у них. То есть Алхаз Аргун, оказывается, платит налоги, потому что там инвестор. Я не могу понять, а почему такая логика? Мое мнение, Алхаз Аргун, как руководитель Аквафона, или Николай Владимирович Ачба, как руководитель завода, они платят налоги, во-первых, потому что они дети своих родителей. Кто в Абхазии, значит, живет, все знают, что, например, Юра Гудисович Аргун очень много пострадал за то, что он боролся за права абхазского народа. И Алхаз Аргун платит налоги, потому что он любит свой народ, он ветеран войны, он патриот, а не потому, что ему там инвестор, что ли, заставляет или что. Наоборот, инвестор доверяет деньги таким людям, потому что они профессионально работают. И весь менеджмент там, кстати, не просто граждане Абхазии, там все абхазцы. И директора, и замдиректора, и бухгалтера в таких организациях, и как Самшитовая роща, и как Винзавод, и как Аквафон, и как Амобайл, или как Айтар, или как Сухумский пивзавод. Это все наши люди. И наоборот, это вот только-только формируется, я бы их назвал, ответственная экономическая элита. Это тоже, а ее не было, потому что мы вышли с Советского Союза. У страны должны быть все, и ученые, и писатели, и поэты, и работники образования, и, значит, ответственный бизнес. Так же, как у Германии, у Франции, у Соединенных Штатов. Мы их пофамильно всех знаем. И, значит, и Сименсов, Крупов, и Рокфеллеров, и всех остальных.
Но это наши люди, они дети с нашего народа. И вот так, я не понимаю, почему такая логика. И когда мы это все соединим, когда мы защитим крестьян, крестьяне они нам дают больше, чем еду. Не хлебом единым жив человек. Это не просто слова. Они нам дают духовность, чтобы мы оставались людьми. И человек, да, может потерять лицо, может потерять мораль в погоне за благами. Но на то у нас есть традиции, культура для того, чтобы это все держать, так сказать, в каких-то рамках. И то, что человек может сойти с ума и в погоне за невиданными благами, значит, потерять и мораль, и нравственность, об этом еще говорил Уинстон Черчилль в фултонской речи. И понимаете, нам надо все-таки соединить страну, вернуть наших крестьян в общее экономическое пространство, защитить налогами от дешевого импорта, не надо этого бояться, значит, создать условия для повышения, увеличения банковского капитала, реформировать, обеспечить прозрачность, то есть бухучет, это налаживание системы учета, это далее идет цифровизация, далее идет ряд законодательных актов, закон о добросовестной конкуренции, а потом уже вы можете, когда вы видите, что ваш гражданин может честно, значит, работать, условия созданы, иностранный гражданин, тогда вы можете переходить и к приватизации, тем более в энергетике. А почему в энергетике не может участвовать наш гражданин? Только потому, что власть не смогла ему обеспечить нормальные рыночные инструменты. Так это проблема власти. Потому что многие, когда по митингам ходят, дайте нам власть, знаете, там, ну, я не знаю, такие обещания звучат. Так и есть еще и пословица: не можешь, не берись. Зачем людям голову морочить? Исходя из того, что ты сказал, вот этого как бы культурной составляющей, культурно-ментальной, да, составляющей, все-таки этот рыночный подход, он не совсем подходит в этих вопросах. То есть не надо подходить к объекту, вот он, условно говоря, там, кто больше даст, и без разницы, кто это будет, да, главное вот в количестве единзнаков. То есть эта формула, в общем-то, наверное, приведет нас к тому, что бизнес окажется в Абхазии, в общем-то, не абхазским бизнесом, учитывая, что мы не можем конкурировать в реальности, там, допустим, с тем же российским бизнесом, да, у которого там другие совершенно условия, другие возможности добычи кредитных средств, да, то есть банковские кредиты, там у них, да, сейчас ставка повысилась, но тем не менее она несопоставима с теми ставками, которые существуют в нашей банковской системе. И в нашей банковской системе вообще нет как бы культуры выдавать там длинные кредиты там на несколько лет. И понятно, что мы в достаточно неравных условиях. Но как нам сделать все-таки, чтобы, в общем-то, были правила? Жесткие правила одинаковые для всех. Понятно, что в истории Самшитовой рощи есть политический момент. Вот как бы что ни говорили, когда понимаешь, что, в общем-то, у нас это касается не только, допустим, нынешнего президента там, и нынешнего правительства, но, там, допустим, условно говоря, там, при Рауле Хаджибе, или там, при Александре Анквабе, или при Сергее Багапше, там, при Владиславе Арзамбе, да, то есть всегда некий крен существовал в отношении людей, которые, может быть, не лояльны были к власти. То есть это всегда такой подход был к этому. Да? То есть, ну, не лоялен, тогда я тебе покажу, что такое государство. Да? Сейчас, вот как нам избежать вот этого? Как бы нам создать вот такие правила, которые были бы понятны, с одной стороны, всем, как бы справедливыми по отношению вот к местному бизнесу, да, и то есть у местного бизнеса было понимание, что, в общем-то, он здесь первый определяющий
игрок, да, остальные там как бы уже после. Вот как нам это сделать? Вот сейчас мне понравилось это правило, которое было летом в парламенте принято в результате, опять же, муссирования слухов вокруг трехперепадных ГЭС, когда там поползли слухи о том, что сейчас правительство подпишет договор, да, с кем-то и передаст эти перепадные. То есть и парламент, я как понял, пошел на опережение и принял поправку, согласно которой теперь любые арендные договора в энергетической сфере, они должны пройти как бы через парламент, получить одобрение в парламенте. То есть здесь уже как бы более-менее все-таки как бы этот процесс становится более прозрачным. И здесь, естественно, как бы условия, сам процесс кулуарности, он всегда подразумевает какие-то эксклюзивные там условия, да, там всевозможные льготы для участников этого процесса, да, но здесь вот как бы вот таких преференций точно как бы не будет. Но как сделать этот процесс, это касается энергетической сферы, но вот более широко, вот, учитывая те процессы, которые сейчас происходят вокруг там, разного рода недвижимости там, да, и так далее, как сделать этот процесс распространить на всю оставшуюся вот эту собственность, на все вот такие крупные, да не только крупные, но и средние какие-то экономические объекты, и чтобы вот эти правила, они были бы более-менее универсальны и справедливы. Ну, я согласен, и как раз-таки вот оно получается в тему, что парламент многие вопросы, так скажем, переводит в более спокойное политическое русло. И неважно, нынешний состав или прошлый состав. Как сделать так, чтобы определенный политический курс, а экономика – это тоже политический курс, чтобы носила более справедливый характер. Я думаю, что опять же мы возвращаемся к тому, исходя из практики, что нужно менять, реформировать вообще формирование парламента и уже, то есть переходить на смешанную, наверное, систему и потом уже, значит, по согласованию президента с выигравшей партией или коалицией формировать правительство, которое будет осуществлять определенный курс. Потому что в практике, ну вот вы напомнили, что я работал при Рауле Джумковиче Хаджимба. Если мы вспомним, это была коалиция. Он победил с коалицией из 13 общественно-политических организаций. Естественно, там были определенные противоречия. И работать в правительстве, например, мы пытались деполитизировать вопрос, связанный с доступом к деньгам или вопросы собственности. То есть это не должно быть. То есть бизнесмен не должен сталкиваться с таким, вот как там, если ты лояльный, тебе помогут, тебе приватизируют, тебе кредит дадут, а если ты не сторонник власти, значит у тебя будут проблемы. От этого уйти можно только поменяв саму политическую конструкцию, потому что власть живет не в режиме созидания, исполнительная. Власть живет в режиме выживания и мысли о том, как продлить свою власть. То есть они даже не успевают думать, как нормально что-то создать. Естественно, если взять сегодняшнюю ситуацию, исполнительная власть абсолютно откровенно защищает интересы крупного капитала, то есть крупной буржуазии, если говорить политическим языком. А средний класс и простой класс людей оказался незащищенным. Единственный, кто их сегодня защищают или пытаются защищать, это депутаты Народного собрания. То же самое касаемо
значит, энергетики. Ну, я сторонник того, чтобы собственность государства и собственность, которая находится в управлении госкомпании Черноморэнерго, была единая и неделимая. Есть у нас закон о закрытых акционерных обществах, есть закон об открытых акционерных обществах. Есть мировая практика, когда компании не хватает или государству не хватает капитала на модернизацию или на, значит, усовершенствование, то они могут там, это опыт, кстати, положительный у Словакии, значит, у Черногории. То есть есть страны, которые не продавали все вот стопроцентно иностранным богатым компаниям. Есть страны, которые по частям. Ну, например, если не хватает, там 20 миллиардов было озвучено, надо вложить в течение 10 лет в энергетическую отрасль Республики Абхазия, то в первую очередь доступ к участию должны иметь граждане Республики Абхазия. Но опять же, для этого надо проводить реформы. И вот эти реформы, там очень много законов. Государственное частное партнерство, да, у нас. Они сейчас, ныне действующая власть, пытается этот закон частно-государственное партнерство вписать в закон об инвестиционной деятельности, который абсолютно неэффективен. Он не смог привлечь много инвесторов. Там всего 10 воспользовались. Он неэффективный, ты еще дальше создаешь неэффективную систему. Надо реформировать госаппарат, надо создать условия, где бизнес очень быстро получал бы все, значит, разрешительные документы, а не как сейчас, там некоторые по 2 года ждут, не могут разрешение получить на строительство. Знаете, там, то ли им намекают на что-то, то ли еще что-то там. То есть надо искать другие. А когда ты начинаешь это делать, ну вот у нас, например, был план тогда, в 2015 году, в плане стояло 45 законов, их вообще нет. Их нет. Закон о добросовестной конкуренции, антимонопольное законодательство, законы отраслевые. И вот это, то есть внутри самого правительства или внутри коалиции были другие взгляды. И для того, чтобы от этого избавиться, ну, есть партии, общественные организации, да, там, пускай идут на выборы, не только за как личность проголосуют, да, одномандатника, но и проголосуют за курс партии. Партии потом легче набрать профессионалов. И через партию тоже будут люди попадать в парламент. Выиграли, значит, будут они решать вместе с президентом, кого назначить министром, кому доверяют. Человек с программой придет, а не просто хороший парень придет, который там чей-то родственник или я не знаю по какому принципу, там некоторые попадают в кабинеты, а потом страдает весь народ. И других вариантов нет. Это реформы очень глубокие и очень болезненные. Они связаны с тем, что мы тоже должны поменять образ жизни. Но легче нам поменять образ жизни, если мы за основу возьмем свою культуру. Мы до чего сейчас дошли? Брать взятки или нет, понимаете, ну это что, объяснять надо? Что это плохо? Что это стыдно? У нас же было раньше, кто обворовывал село, что делали наши предки? Собирались, доказывали и изгоняли из общества. Человека делали, значит, изгоем общества. А мы сейчас что делаем? Мы так запутались, что плохо, что хорошо. А как мы запутались? Потому что мы отошли от очага. А зачем отходить от очага? Ты или замерзнешь, или погибнешь. И государства не будет, мы потеряем все. У нас что, нет в культуре, что такое плохо, что такое хорошо? У нас же есть все. И ну давайте мы будем все-таки опираться на то, что нам дало успех. Мы добились независимости, мы победили в войне, но мы это все можем потерять. Если мы-то тогда на что опирались? Или когда, допустим, я думаю, что телезрители меня поймут, может, по-абхазски мне не стоит это говорить, но
Вот я просто помню тот момент, я работал в аппарате Президиума Академии наук, признания Абхазии. Через какое-то время Владимир Владимирович Путин объявил, что 10 миллиардов рублей будет помощь оказана Абхазии. Но это, сейчас это приблизительно почти 330-340 миллионов долларов. Но это сумасшедшие деньги. И я помню, насколько понервничали наши ученые и академики. Я помню, вот твой отец приходил, потому что они поняли, что в бедную страну, в бедный госаппарат хотят вот кинуть какую-то невероятную сумму, и они понимали, что это серьезнейшее испытание, серьезнейшая провокация. И что, я помню слова твоего отца, я присутствовал, когда этот вопрос обсуждался, что мы должны опираться на Апсвара. Если мы это сейчас не сделаем, если мы не пойдем к Сергею Васильевичу Багапше, они это обсуждали, и что это людей может свести с ума. А если кто-то не помнит, вот я молодым, они, наверное, не помнят, но тогда Президиум Академии наук находится напротив правительства. Вот эта вся там площадь была в «Жигулях», в «семерках». Там иномарок не было. Иномарки были по статусу Сергея Васильевича, Александра Золотинского. И все. Все чиновники ездили на российских «семерках» «Жигули». И потом была делегация, ходили к Сергею Васильевичу. Пара Дудза, Браяйр. И что потом случилось? Мы же знаем. Мы все понимаем. Поэтому опираться надо на то богатство, которое у нас есть. Я это уже говорил недавно. Не у каждого народа есть такая богатая культура, богатые традиции, богатый этикет. У нас есть это богатство, и за что даже те же писатели, поэты российские, которые попадали на Кавказ, не только у абхазов, но есть у кабардинцев, у адыгов, там, у других народов Кавказа, они воспевали, и тот же Лермонтов, Толстой, другие. Ахра, мы все-таки должны, у нас эфир, к сожалению, не резиновый. Было приятно тебя слушать. Тем не менее, я вынужден все-таки завершать нашу передачу. И я бы хотел бы сказать, что да, у нас нет каких-то единых подходов ко многим процессам, в том числе и связанными с собственностью. Да, но мне кажется, в реальности во всех этих начинаниях должен главным элементом быть, наверное, элемент справедливости заложен. Иначе не только справедливости, но и открытости. Без вот этих двух таких аспектов, наверное, никогда ни одна сделка, ни одно начинание не будет иметь какой-то серьезный характер, какой-то легитимный характер в глазах наших граждан. Какую бы ты бумажку ни предъявил, какое бы ты постановление не принял, правительство или не принял бы закон, но если это не воспринимается с точки зрения обычного среднего гражданина, обычного рядового гражданина, как действительно справедливый закон или справедливое действие, то, в общем-то, перспективы у таких начинаний, они будут не очень хорошими. Я прощаюсь с вами. Спасибо. У нас в гостях был Ахра Аристава, экономист. Мы сегодня говорили о собственности, о государственной собственности и о ее перспективах в абхазских реалиях. Я буду прощаться с вами. Сегодня мы говорили о государственной собственности, о ее перспективах. И нашу передачу можно смотреть на телеканале Абаза, на YouTube-канале газеты «Чегемская правда», на странице в Facebook одноименной, тоже «Чегемская правда». Также смотреть можно нашу передачу на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.